Добрый день, ребята! Сегодня поговорим о том, что такое налоги и зачем их платить. Меня зовут Платонова Светлана Александровна. Я являюсь экспертом регионального центра компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия и финансовым советником ООО «БГ Капитал». Давайте поговорим о том, что такое налоги. Налог – это обязательный денежный платеж, который собирает государство с людей и с предприятий. Происходит от слова «налагать». Государство налагает обязанность платить деньги. Давайте приведем пример, чтобы понять, как государство собирает налог. Например, чтобы выпустить в продажу шоколадную конфету, нам необходимо купить сахар, какао, молоко, бумагу для обертки, заплатить заработную плату человеку, который будет делать эту конфету, и на это мы потратили свои деньги. У нас были затраты. На этой таблице вы видите, какие были у нас затраты. На сахар мы потратили 1 рубль, на какао 2 рубля, на молоко 3 рубля, на бумагу 1 рубль и на заработную плату человеку, который сделал нам шоколадную конфету, мы потратили 3 рубля. Итого 10 рублей. И чтобы получить прибыль с этой конфеты, ее надо будет продать дороже. Мы вернем все расходы на затраты и еще заработаем сами. Тогда пусть наша конфета будет стоить 15 рублей. Итак, 15 рублей отнимаем 10 рублей наших затрат, и вот мы получаем 5 рублей. 5 рублей – это наша прибыль. И с этих 5 рублей мы будем платить налог нашему государству. Такой налог будет называться налог на прибыль. И сколько же нам платить с этих 5 рублей? Это зависит от того, сколько определено государством в законе о налоговом кодексе. Допустим, наш налог будет 2 рубля. Вот после уплаты этого налога 2 рубля нам останется 3 рубля с конфеты. Это будет называться в экономике чистая прибыль. Итак, что входит в доход 15 рублей с продажи нашей конфеты? 10 рублей – это мы вернули наши затраты. Мы получили прибыль 5 рублей, а с этой прибыли мы заплатили налог 2 рубля. Таким образом, наша чистая прибыль – это 3 рубля. Если мы будем говорить о человеке, то плата за его труд, за его работу называется доход. И человек, который сделал конфету, получил плату за такой свой труд. Это 3 рубля, это его личный доход. И с этого дохода человек будет платить налог, который называется подоходный налог. Размер этого подоходного налога тоже определяет государство. Ну пусть в нашем примере для простоты такой налог будет 1 рубль. И вот после уплаты налога у человека осталось 2 рубля. Государство платит деньги за определенные товары и услуги, чтобы мы, граждане, этими благами пользовались. Например, государство тратит деньги на оборону страны. Деньги расходуются на содержание армии, выплачивается заработная плата военным, а военные защищают нашу страну. В расходы на оборону входят также расходы на военную одежду, на питание, на вооружение. За все это государство платит предприятиям и организациям деньги. Никто не работает бесплатно, поэтому государство оплачивает все, что оно покупает. Кроме обороны страны, государство расходует деньги на, и вы видите на табличке, это образование, это здравоохранение, медицина, транспорт и дороги, полиция, социальное обеспечение. Давайте поговорим поподробнее. Заработная плата учителей, врачей, покупка школьной мебели, учебников, оборудование в больницах, ремонт, строительство школ, детских садов, больниц, библиотек, музеев, театров, обслуживание, ремонт, благоустройство наших улиц, ремонт дорог, обеспечение безопасности нашей жизни, это работа полиции. И все это оплачивает наше государство. Сюда входит пенсия людей, которые много работали и теперь вышли на пенсию, не могут работать по состоянию здоровья из-за возраста, потому что у них уже подошло время получать пенсию. Государство выплачивает им ежемесячную пенсию, чтобы они могли оплачивать коммунальные платежи, покупать продукты, лекарства.
Также есть другие категории людей, которым государство выплачивает пособие, то есть оказывает помощь. Например, пособие по безработице и другие пособия. Благодаря тому, что наше государство собирает налоги, мы можем пользоваться многими благами. Но если налоги будут слишком высокими, то предприятиям и людям будет тяжело их выплачивать, и качество жизни станет хуже, и будет много недовольства. А если мы платим налоги, то мы должны видеть, что эти деньги расходуются эффективно, что детские сады, школы, больницы отремонтированы, что дороги у нас ровные. И не очень приятно узнавать, что на деньги налогоплательщиков строятся здания не для того, чтобы граждане пользовались, например. Однако содержание государственных предприятий тоже требует определенных расходов. Это на зарплату работников, на ремонт здания, на транспорт, на бумагу. И главное, чтобы не было излишеств. Часть налогов можно возвращать в виде налоговых вычетов. Если с заработной платы или из другого вида доходов с вас удержали налог, вы пользовались платными услугами, например, на медицину, образование, спорт, купили квартиру, то вы имеете право воспользоваться правом на налоговый вычет. Налоговые вычеты бывают социальные, это за расходы на медицинские услуги, лекарства, образование, пенсионное обеспечение, страховые услуги. Также бывают имущественные налоговые вычеты, если вы приобретали недвижимость. И также существуют инвестиционные налоговые вычеты. Это если у вас есть индивидуальный инвестиционный счет. Это разновидность брокерского счета. Государством определяется, с какой максимальной суммы расходов нам полагается налоговый вычет. Например, по социальному налоговому вычету эта сумма 120 тысяч рублей. Значит, если у нас были такие расходы на медицину, образование, страхование, спорт, то можно вернуть до 15 600 рублей. С каждым годом все больше людей заявляют о своем праве на налоговые вычеты. Это говорит о том, что больше граждан нашей страны интересуются вопросами финансовой грамотности и серьезно подходят к вопросу уплаты своих налогов. Посмотрите, как выглядит официальный сайт налоговой службы налог.ру. Вы можете зайти в свой личный кабинет и посмотреть, как он у вас выглядит. В личном кабинете отображается вся информация о том, есть ли у вас задолженность по налогам и какие налоги вам нужно платить. Прямо на сайте можно заполнить налоговую декларацию и отправить ее в налоговую службу. На сайте есть вся необходимая информация о том, как можно получить налоговый вычет. Итак, ребята, мы сегодня узнали, что такое налоги, зачем их нужно платить и как можно вернуть часть тех налогов, которые вы платили в бюджет. Спасибо за внимание.